надгород, надзаборга все захинджили, звезды проекзили, все позистачили, стаза рысты, вальгули тахи рыцва, и виски акшили кузиги, и кшир зезло слуги. Спасибо, присаживайтесь. Ну что, после небольшого перерыва мы с вами продолжаем наши встречи, беседы по Священному Писанию. Сейчас мы проходим с вами Ветхий Завет. Какая у нас книга? На прошлой я не был. Да, это мы начали, да, с вами? Это мы начали с вами, да, как 8 главу. Остановились мы с вами на чем? Господь, как мы читали, ожесточил сердце фараона. Что значит ожесточил, или в подлиннике, как мы с вами говорили, сделал тяжелым? Да, вот у нас же есть такое высказывание, с тяжелым сердцем. Что значит сделал тяжелым, Марк? Злым. А когда человек становится злым? Но если он уже расположен вообще он к этой своей жизни, к этому злу. Человек всегда расположен к злу и всегда удобопреклоняем ко злу. Вот. В чем ожесточение сердца фараона? Оно заключается в том, мы с вами об этом говорили, что Господь его оставил. Когда человек не слышит голоса совести, когда человек не ощущает благодати в своем сердце, когда человек не предстоит Всевышнему, когда человек не живет перед Богом. Но это список можно продолжать, там очень много о чем можно говорить. Вот. Ну, то есть состояние, которое испытывает все земное человечество со времен грехопадения. Какое это состояние? Богооставленность. Какие слова на кресте, одни из последних, были произнесены Господом нашим Иисусом Христом? Господи, Господи, да, вот это состояние богооставленности, оно и характеризует все, что с человеком происходило с момента грехопадения. То есть, что человек приобретает, чего он не имел при сотворении, прежде всего. Он был безгрешен. Да, прежде всего он приобретает, становится рабом греха, да. Как следствие приобретает, что его природа? Он умирает. Да, тленность, болезни и в конечном счете смерть. А прежде всего он становится сыном проклятия, то есть погибели. Вот все, что мы описываем такими словами, это характеристика состояния богооставленности. Мы с вами достаточно условно, конечно, но тем не менее приводили в пример лампочку. Да? Вот функциональность ее заключается в чем? Она должна светить. Но если она не присоединена к току, совершенно верно, вот к этому упорядоченному движению частиц, то есть к жизненному для нее движению частиц, она не функциональна. Что бы она ни делала, сколько бы мы с вами этим переключателем не работали, какая бы она красивая ни была, и в какой бы красивый светильник мы ее бы не вкручивали, то есть мы сейчас о формальной стороне говорим, да? Если по самому содержанию она отключена от энергии, то она не функциональна. То же самое происходит со всем творением. Творение, которое отключено от своего источника, то есть Творца жизни, оно не функционально. Вот на примере фараона мы с вами все это сейчас и наблюдаем. Что это за противостояние Моисея, еще раз вспомним, и фараона? Что это за противостояние? Какого оно рода? Оно социальное, экономическое, политическое противостояние? Нет. Как его назвать? Оно религиозное. Оно касается прежде всего человеческих верований, оно касается человеческой души. Египет тут почему у нас присутствует? Египет это крупнейшая на тот момент, едва ли не единственная, конечно, но крупнейшая и развитая на тот момент цивилизация. То есть ничего выше на земле уже нет. И вот Моисей это представитель, мы с вами еще раз часто очень подчеркиваем, это какого социального слоя, какого социального класса? Рабов. Кочевники, они хотя бы у нас кто?
кочевники хотя бы свободные. Да, Рабы, да, это рабы. И вот происходит противостояние господ и даже больше божеств. Фараон это божество, да, своей страны. И каких-то непонятных рабов, которые что-то там, дескать, вот себе возомнили. Вот какое противостояние. И во всем остальном мире оно бы чем характеризовалось? Восстание Спартака, мы все прекрасно знаем, да, это обязательно меч, это обязательно такие вот гладиаторы, это обязательно такой, так вот. То есть социально конфликт назрел, взрыв, и вот вам восстание. Жестоко подавлены и так далее, и так далее. Любые другие, ну хотя бы восстание вот 70-го года, еврейско-иудейская война, которую пишет Иосиф Флавий, да, вот, иудейский народ под гнетом Римской империи, ну естественно восстали, что эти язычники нами управляют и так далее, достаточно ожесточенное, да, столкновение, вот до сих пор воспевают о крепости Масада, о разрушении Иерусалима, о сожжении храма и так далее, и так далее. Но посмотрите, это тоже социальное явление. А здесь такой предпосылки к тому, что именем Господа Бога нашего отпусти нас в пустыню, что нужно сделать? Помолиться. Нужно помолиться. Достаточно интересно, да? Совершенно верно. Да, все богослужение древности, мы с вами знаем, с одним единственным процессом связано. Это, безусловно, вот принесение заместительной жертвы за свои грехи. Человек возлагает ответственность за совершенное самим собой действие на кого-то. Если на человека – человеческие жертвоприношения, более мягкая форма – животные жертвоприношения, ну совсем уже мягкая форма – это бескровные жертвоприношения, мы их с вами тоже будем изучать. Это принесение масла, вина, пшеницы в жертву, да, вот такого рода вещей. Столкновение какого рода происходит? Религиозное. Фараон отвечает: я не знаю имени вашего Бога. Что это за имя? Адунай, Элохим, кто это такой? Но это не проблема Моисея. Ведь Господь так и говорит: это не твоя проблема. Все, что нужно, делать буду я. Почему? Потому что это не проблема Моисея и не проблема просто фараона. Это проблема человека. Это ведь человек забыл Бога. Это человек забыл, кто такой Бог, как с ним общаться. Это человек ушел. Фараон – это квинтэссенция это состояние богооставленности. Всего лишь. Всего лишь. В этом состоянии находятся все люди. А еврейский народ – это не тот народ, который сохранил. Вот испокон веков сохранял. Нет, ничего не сохранил. Господь открылся им. И мы с вами все это как раз и изучали. Аврааму, потом Исааку, потом Якову, потом далее, да, 13 коленам. То есть это действие Бога. Человек напрочь забыл, кто такой Бог и каковы отношения с Ним. И погрузился в этот мрак. То же самое состояние, в котором находится фараон. Богооставленности, то есть тяжелого сердца. Вот в состоянии тяжелого сердца у нас находится все человечество. Это не просто там проблема Египта, какого-то отдельного руководителя этого государства. Нет, все человечество находится в этом состоянии. Каким образом происходит вот это вот сопряжение? Моисей, он не владеет никакими, мы с вами говорили, возможностями. Да? У него нет подчинения там, жреческой команды или воинской команды или еще кого-то. Они с братом избраны, как брата зовут? Аарон, да. Они с братом избраны в качестве пророков. И что у них есть? У Моисея есть в руках жезл, да, который дан ему Всевышним, и у Аарона в руках жезл. Все, два еврея с двумя посохами, и более ничего. Против кого? Против Египта, фараона и всех достижений этой древней и величайшей цивилизации. Уж сколько, если у нас хватает сил восторгаться вообще достижениями цивилизации, да, тем более египетской, ну и вообще как таковой, да, ну вот мы имеем дело именно с этим. Что у нас возникает на протяжении всего этого столкновения? Моисей приходит, передает слова Божии, фараон как бы соглашается изначально и затем
сердце его ожесточается, и он отказывается от своих слов. То есть каждый раз под влиянием какого-то давления он идет на уступки, и затем, ну как это и у каждого человека, да, бывает в жизни, у каждого из нас, как только беда миновала, и все предается забвению, то есть происходит откат. Да, это каждый из нас испытывает, и тут ничего такого удивительного нет. Какого рода сопряжение? Каждый раз происходит своего рода удар по самому фундаменту египетской цивилизации, по божествам. По божествам. Вот буквально по божествам. И мы остановились по осквернению Нила, да, на осквернении Нила. То есть Моисей вышел со своим жезлом, ударил по воде, и вода, да. А что значит Нил превратился в кровь от удара какого-то раба-еврея? Это изображение Бога. Это изображение Бога, потому что плодородие, жизнь всей цивилизации зависит. То есть это удар или осквернение, да, самой основы, самого фундамента существования. Конечно. Вот у нас двойной такой, да, в виде двух фигур изображен. Почему? Потому что он обнимает как нижний, так и верхний Египет. И вот символ единения верхнего и нижнего Египта, по которому течет одна и та же река Нил, это вот две фигуры, два их изображения. Ну, естественно, что он либо синий, либо вот такого вот цвета. Это тоже изображение, тоже вы видите, с двумя ручьями. И посмотрите, птицы, животные, да, вот вы можете видеть, вот рыбы, обратите внимание, рыбы, птицы, животные, вот все это плодородие, то есть вся жизнь Египта находится в тесной связи и зависимости от этого божества. И вот еврей раб ударяет по самой основе египетской цивилизации и оскверняет ее. Естественно, что наш фараон, он пришел в какое состояние? Да. Но даже в состоянии этого отягчения, да, сердце его остается тяжелым, да, тем же самым. Давайте последние два стиха 7 главы. Последние два стиха 7 главы. Это повернулся фараон? Повернулся фараон и пошел к себе во дворец, не обращая внимания на происшедшее. А египтяне стали копать вокруг Нила колодцы, потому что нильскую воду нельзя было пить. Минуло 7 дней с тех пор, как Господь поразил Нил. Да, вот это пана, поворачиваться, отворачиваться, обращаться, сворачивать. Да, отвернулся. Это не просто действие, которое человек, мы же здесь не действие фигур, да, описываем, это не просто какой-то там танец или движение. Отвернулся — это состояние человека. Отвернулся, значит, от Бога и от всех его действий он просто поворачивается. Да, вот еще одно божество, Седек, Сахет, Сукнаевс. Это тоже древнеегипетский бог воды. Да, это тоже древнеегипетский бог воды. И обратите внимание, у каждого из божеств, которых мы с вами рассматриваем, вот посмотрите, в руках крест, видите, да? Да, это Анх, или Анг. Да, или Анг, это символ жизни, как таковой. Символ жизни, и в том числе, конечно, и воскресения в Древнем Египте. Вот этот знак, он у всех богов, которых мы с вами, дальше вот посмотрите, да, видите, да? Изображается с головой крокодила, считается, что отпугивает силы тьмы, является защитником богов и людей, и тем не менее оказался повержен вот этим вот пророком Моше, которого не знает фараон, и Бога, которого тоже не знает фараон. Вот, понимаете, жрецы, они же, когда пытаются противодействовать, они же обращаются к чему? К самой сути, да, к богам. И вот ничего не помогает. Ничего не помогает. Фараон поворачивается.
Да, и уходит. Давайте начнем. Да, 8 главу, 1 стих. По стихам читаем. 1 стих, пожалуйста. Господь велел Моисею: иди к фараону, скажи ему, Господь говорит, отпусти мой народ совершить служение мне. Да, да. Если не отпустишь, я нашлю на твою страну жаб. Да. Весь Нил будет кишить жабами. Они выйдут из реки и заполнят твой дворец, залезут в твою спальню, к тебе в постель, заполнят дома твоих вельмож и всего твоего народа, забьются в ваши печи и в ваши квашни. Жабы придут к тебе и к тебе самому, и к твоему народу, и к твоим вельможам. Господь велел Моисею: скажи Аарону, пусть занесет он свой посох над всеми реками Египта. Вот смотрите, не сам Моисей, да, а Аарон, пророк Божий. То есть у нас появляется другой жезл, другой пророк и его действия. Далее. Пусть занесет он свой посох над всеми реками Египта, над рукавами Нила и над озерами, и нашлет жаб на землю египетскую. Простер Аарон руку над водами Египта, и вышли из них жабы, и заполнили всю землю египетскую. Но то же самое с помощью волшебства своего сделали и маги. Спасибо. Жаб на землю египетскую. Спасибо. Да, значит, чтобы вы понимали, вот почему жабы, что это за такое действие? Вот жаба, цефарде на иврите, да, цефарде на иврите, это тоже божество Египта. Это тоже божество Египта. И в Гермополе и Антинополисе поклонялись лягушкообразной богине Хекет. Вот она изображена, да? Посмотрите, что она держит в руках. Видите, да? Все тот же Анх. Да? Люди верили, что она в роли акушерки участвует при рождении каждого фараона. В Гермополе, кроме Хекет, почитали еще 4 вида богов, и некоторые из них тоже были с головами лягушек. Поздние тексты с 4-1 века до Рождества Христова сообщают, что именно эти божества создали Вселенную. Представляете, это, оказывается, творцы Вселенной. Богиня Хекет с головой лягушки считалась женой бога Барана. Вы видите, да? Она также считалась формой проявления богини Хатхор и матерью бога Ароэриса. И хотя в текстах встречаются ссылки на нее достаточно редко, мы ничего не знаем ни о характере, ни о функциях. Присутствовали пророки, храмы этого служения. Есть такое изображение с надписью «Лягушки», есть такой текст с изображением лягушки «Я возрождение». То есть это показывает, что она играла некую роль в учении о возрождении. Кек или Хек – один из космических божеств. В мифологии рассматривается как андрогинное божество, ну, вероятно, по физиологическим данным самого этого животного, да? Женским воплощением была богиня Каукет. Что происходит? Богиня, символизирующая, вот, да, помогала фараону при родах. Это же не просто так, да? То есть сама жизнь, принятие самой жизни, продолжение самой жизни, все зависит от этой богини. Да? Вот такие еще есть изображения. Это божество, которому это Гермополь, это главный город, да, мы же говорили, это один из главных городов, и там построены храмы тем богам, которые почитаются на территории всего Египта. И вот посмотрите, что происходит. Египтяне, это все заброшено. Это вот вы можете посетить в период, во время туристических поездок. Да, и посмотрите, что происходит. Люди, египтяне, поклоняются, ожидают помощи, строят храмы, приносят жертвы, ну все как положено, да, существует культ. Тут приходит Аарон,
воздвигает жезл, и из Нила, от которого ждут помощи, но он уже осквернен, вылазят эти лягушки и покрывают весь Египет. То есть ничего хорошего, да, воскишели жабы, нашествие лягушек, это вы понимаете, что это удар по экономике, удар по жизни, по всей этой цивилизации и так далее. От кого? От той, кому они поклоняются. От того существа, которому они поклоняются. Вот нам, монотеистам, да, людям, живущим уже в христианскую эпоху, достаточно сложно это представить, что это за действие. Мы читаем это вот как некое фольклорное собрание, ну, дескать, вот там нечто, что-то происходило. А на самом деле это достаточно жестокие явления по своей характеристике. Тут в обыденной жизни, в самой обыденной, когда человек, ну, как мы часто говорим, не ожидали, да, и вот нечто, кто-то нам что-то сделал. А тут не просто не ожидали, тут, простите, божество и покровитель всего Египта, и такой удар по стране. Если ты не отпустишь, то они выйдут. Фараон не отпустит, потому что фараон не имеет связи с Творцом. Внутри него ничего не ёкнет, не щелкнет, как мы называем, что такое покаяние? Метания, да, изменение ума. То есть некое иное восприятие, другое восприятие. Никакого нового восприятия у господина царя не произойдет. Он оставлен. Да, он оставлен. Он у нас находится в каком состоянии? В состоянии натуральном. А что это за натуральное состояние? Он раб греха, он сын проклятия, потому что вот со времен Адама все так и идет, да? И это только копится. Личные грехи, они только добавляют к родовым, к тому, что человек наследует из поколения в поколение, просто идет наслоение точно так же, как и вот в слоях почвы, да? Вот все точно так же, происходит такое же наслоение. Что у нас? Удар, отпустишь, не отпустишь, произойдет вот такое нашествие, откуда ты не ждешь. Конечно, фараон-то не ожидает, что мать, богиня, которая принимала роды его лично, и его детей, что она нанесет удар по стране, да, которая ее почитает. Такого, безусловно, никто, ни фараон, ни жители Египта не ожидают. Именно это происходит. Это нам напоминает вот все обычные заповеди. Да? Вот есть грех, есть добродетель. Сделаешь грех, будешь наказан. Совершишь добродетель, все будет хорошо. А фараон не делает ничего доброго. Ибо по природе своей сделать это не может. Он с отягченным сердцем. Ну, тут уже смотрите, вот с двумя анхами, да, вот смотрите. Ну, вот просто, что значит, возрождение, само воплощение жизни в представлениях, да, древних египтян. Само воплощение жизни. Посмотрите, в каждой руке по анху. Да? Вот здесь тоже смотрите, видите, анх. Скажите, пожалуйста, что-то есть там? Да, анха, Область изысканий для филологов. Я, к сожалению, не специалист в этой области. Ничего не могу вам сказать. 8 стих, пожалуйста. Фараон позвал Моисея и Аарона и сказал им: «Попросите Господа, пусть Он избавит меня и мой народ от этих жаб. Тогда я отпущу ваш народ принести жертвы Господу». Моисей ответил: «Я буду просить за тебя, за твоих вельмож и за твой народ. Назначь срок, которому вы и ваши дома должны быть избавлены». Да, вот смотрите, что здесь происходит. Смотрите, что здесь происходит. Эти жрецы, Академия наук древности, они повторили. Некоторые вещи они повторяли. Но избавить они не могли. И тогда он обращается, фараон, естественно, под влиянием обстоятельств, как это у нас говорят, под давлением обстоятельств, безусловно, обращается к Моисею: избавь, помолись и так далее. Что он должен, что он признает? Фараон от лица всей этой египетской цивилизации признает, что эти рабы владеют ситуацией лучше,
нежели он сам и все его вот, да, приспешники. Рабы, которых презирает весь Египет. И вот он обращается к Моисею за избавлением, а Моисей, в свою очередь, чтобы показать, что это не просто природное явление. Ну, в XIX веке, когда вот теология под влиянием рациональной науки была, многие, в том числе и библеисты, они вот в каждом явлении казни или судей пытались увидеть естественное явление природы. Да. И, дескать, вот переход через Черное море — это вот отлив, который там был, ну, естественно, затмение — это затмение, а комары — это комары, ну, а жабы — это обычное явление, как вот нашествие саранчи и все прочее. Чтобы показать, собственно, теологом-то является Моисей, а не профессора, да, вот мы точно не теологи, теолог — это как раз Моисей, потому что у него опытное богопознание, с ним Бог говорит. Кто разговаривает с Богом, тот и богослов. Количество напечатанных трудов богослов не определяется никаким образом. Опытом — да. Вот. И поэтому что происходит? Он говорит фараону: ты назначи день, как вы прочли, да? Вот, ты назначи день, когда это должно произойти. То есть избавление. То есть это не по действию твоему и не по действию жрецов произойдет. И увидишь, как Господь это сделает. И что? Далее. Жабы останутся лишь в Ниле. Да. К завтрашнему же дню, сказал фараон. Да. Вот фараон говорит, ну как бы загадай желание, иначе говоря, да? Вот загадай желание, оно исполнится. Сам определи сроки, как это произойдет. Все. Фараон загадал. Завтра. Смотрите, что происходит. Как ты сказал, так и будет, ответил Моисей. Это чтобы ты понял, что нет никого равного Господу Богу нашему. Жабы оставят и тебя, и твой дворец, и твоих вельмож, и твой народ. Они будут только в Ниле. Когда Моисей и Аарон вышли от фараона, Моисей попросил Господа уничтожить всех жаб, которых Господь наслал на Египет. Господь выполнил просьбу Моисея. Умерли все жабы в домах, во дворах и в полях. Дохлых жаб собирали в кучи, и по всей стране стоял смрад. Да, смотрите, вымерли жабы, символы богов Египта, Амона, Нуна, Хекет и многих-многих других богов, то есть всего Египта. Величайшие боги Египта вымерли и воссмердели. И вот эти гниющие трупы, от них же надо избавляться, правильно? Их же нельзя оставлять. Вот. И их собирают по всему Египту и выбрасывают. Поклонялись. Раньше поклонялись, да? А Хеке, как Хеке? Да, да. И Амон — это что-то разное? Нет, это разные. Просто у каждого божество, да, свое воплощение вот в этих символах имело. А далее смотрите, не по слову кого-то, а по слову того Бога Адонай, ну там тетраграмма стоит, да, мы говорим Адонай, о котором фараон сказал. Кто это такой? Я не знаю, что это за божество такое. Идите отсюда, работайте. Помните начало диалога, да? Кто это такой? Вот по слову этого божества, которого никто не знает и имя которого презирают, гибнут все боги Египта. Вот величайшее проявление жизни Египта. Далее. Да, но фараон, увидев, что беда миновала, снова стал упрямиться. Вот проявление обычной человеческой природы. Беда миновала, как в Новом Завете об этом говорится, и собака, и свинья возвращаются куда? Да, вот они возвращаются, что значит наблюдать? То есть в свое естественное, подобающее природе состояние. Поэтому, когда мы обожествляем человеческую природу, мы должны понимать подобающее ей после грехопадения состояние. И фараон каждый раз откатывается в эту лузу, постоянно как шарик, как мячик откатывается и падает вновь.
Далее. Снова стал упрямиться, не послушался он Моисея и Аарона, как и предсказывал Господь. Господь велел Моисею: скажи Аарону, пусть занесет он свой посох и ударит им по пыли, покрывающей землю. Да, вот смотрите, значит, человеческая природа возвращается в свое состояние, противодействие Богу, полное забвение, ничего не слышит, ничего не видит, это и слепота, и глухота, и сердечная, и умственная, и все что угодно, да. И каждый раз Господь приводит в какую-то вот новую ступень, да, что как мы называем, казни, а другой перевод мы давали суды. Суды. То есть это не просто 10 казней, это 10 судов. Каждый из судов что-то являет, что-то открывает, что-то обнажает. А что открывает, что обнажает? Ужас человеческого состояния, ужас человеческого грехопадения. Вот точно так же, как мы знаем о 10 заповедях, которые даны Богом и которые должны. Здесь у нас 10 судов над богами Египта, которые раскрывают состояние, в котором оказался человек. Далее, пожалуйста. И по всему Египту пыль превратится в мошек. Пыль, совершенно никчемная вещь, превратится в мошек. Ну, мы-то с вами знаем, да и в Древнем Египте знали, что из пыли мошки жизнь, она имеет определенные законы. Да? И для того, чтобы появились мошки, должны быть какие-то личинки. Мы с вами это прекрасно понимаем. Вот здесь жрецы, они же постоянно повторяют, да? А каким образом? Они-то ученые люди, они действуют в соответствии с законами природы, когда повторяют то, что делает Моисей. А Моисей нет, у него нет таких возможностей. Он представитель рабского сословия в этом государстве. Он не может привлечь потенциал государства, да, для решения вот такого рода вопроса. Он просто приходит, ну что, пыль, ну вот вам пыль. Да, и вот возносит, и вся пыль превращается в мошек, да, хен, мошка, рой комаров, ну что-то такое не очень, да. Далее. Моисей и Аарон так и сделали. По всему Египту пыль, покрывавшая землю, превратилась в мошек. Маги тоже попытались с помощью своего волшебства произвести на свет мошек, но не вышло у них. Ну, знаете, еще раз повторимся, для того, чтобы появились мошки, естественным путем нужны яйца, личинки, там еще что-то, да. Повторить по всему Египту, это уже, знаете, тут генетика капитулировала. Вот. Биологи капитулировали, зоологи капитулировали, да, кто там, энтомологи капитулировали. Вот все, повторить, то есть с этого момента повторять они уже не могут. Степень этих судов настолько вот накаляется и повышается, да, степень накала повышается, что повторять, то есть человек он уже своими силами, как это вот в Апокалипсисе говорится о том, что когда придет Антихрист, он будет показывать вот как бы чудеса, да, как бы знамения, но это будет обман. То есть этого не будет в реальности. Иначе говоря, это будет где? Вот, современным языком это будет виртуально. Да, то есть это будет виртуально, это будет Я не знаю, каким образом будет дальше развиваться цивилизация. Останутся ли эти телефоны, может быть, что-то новенькое, да. Ну, то есть это вот картинки на стене, но вы же можете смотреть море, да, наблюдать, ну, и солнечный закат, да, но загорать под этим вы не сможете, потому что это виртуально, это не по-настоящему. Вот. Здесь то же самое. Они как бы повторяли действия Божии, но сродить вот жизнь, к примеру, воссоздать жизнь по всему Египту биологи не смогли. Мудрецы египетские не смогли, жрецы египетские, магусы не смогли. Возникает спор, в древности возникал еще по поводу того, что это за хен,
да, что это за мор, рой таких комаров. Вот. В греческом языке стоит слово скнип, кен или киним на иврите. В псалме, 104-м псалме, мы читаем: «Он сказал, и пришли разные насекомые, скнипы во все пределы их». Септуагинта, греческий текст. Скнипами на Руси, предположим, в древности называли вшей. Да, вот что это за мошки, мы не знаем. Ну, какие-то болезнетворные, конечно, это не то, что как бы просто летает, не безвредно, да, для человеческого организма, совершенно верно. Вот. Вот в Писании используется слово киним. Древнегреческие философы Филон, учитель церкви Ориген, предполагали, что это были комары, бич Египта в период наводнения Нила. Другие исследователи, в том числе Иосиф Флавий, придерживались другой точки зрения и понимали под этим блох. Ну, знаете, мало не покажется, если вот весь Египет покрывают блохи. Да? Ну, вот какие-то такие насекомые. Ну, и те, и другие могли. Ну, Лопухин тоже говорит о том, что кина – это вот вошь, какая-то такая травяная вошь, червь, возможно, блоха. Так или иначе, опять эта казнь направлена на посрамление божеств Египта. Чародеи здесь не могут воспроизвести ничего. Да? Чародеи у нас не могут ничего воспроизвести. И, ну что они могут? Они могут молиться, чтобы избавиться. Кому? Вот есть бог Сет, бог пустыни. Вот это все зло приходило из пустыни, поэтому со злым богом надо договариваться, вы же понимаете, приносить ему жертвы и так далее. Вот это бог Сет, бог пустыни. Посмотрите, пожалуйста, что у него в руке. Да? Да, это тот же самый знак. Вот, молились ему. Бог Сет, один из верховных божеств Египта, потому что пустыня, как вы понимаете, она всю территорию, да, и верхнего, и нижнего Египта, да, окружает. Вот. Ну, дело, ну, никак ничего не помогает. Вот, Хартом, тайноведец, волк, мудрец, это вот те, кто пытались повторить подобное, но не сумели. И что у нас говорят они, в иврите еще используется слово арув, рой вредных насекомых, пёси-мухи. Ну вы видите, когда у животных вот это летают всякие, да, паразитируют на них. В данном случае они еще паразитировали, да, кроме того, причиняли вреды человеку. 19 стих, пожалуйста, еще раз. Да, это перст Божий, сказали маги фараону. Но фараон по-прежнему упорствовал и не слушался. Да, вот вы смотрите, арув, вот это вот нашествие этих, да, которые кусают, он приводит к тому, что сами маги, о чем говорят? Это воля Всевышнего. Это воля Бога. Это богиня Уаджет. Это богиня Уаджет. Тоже богиня вот, очень такая распространенная, она как раз таки вот как бы заведовала этими крылатыми, да, вот и так далее, вот с крыльями была, ну хвостик вы видите какой, да, да, совершенно верно. Далее, пожалуйста. Господь сказал Моисею: завтра рано утром, когда фараон пойдет к реке, снова стань перед ним и скажи: Господь говорит: отпусти мой народ, чтобы он совершил служение мне. А если не отпустишь, я нашлю оводов и на тебя, и на твоих вельмож, и на весь твой народ, и на твой дворец. Те же самые божества. Те же самые божества. Оводы, вот эти все вот эти мошки, или вши, или блохи, или пёси-мухи, как угодно их называйте. Вот их изображение. Тут золото, смотрите. Да, это вот эта самая богиня Ваджет. Здесь она
Да, здесь поедем. Здесь антропоморфно голова хотя бы выглядит, да, у нее. Далее, пожалуйста. Да. Дома всех египтян и даже земля у египтян под ногами, все будет кишеть оводами. Да, вот да, арувы, да, вот эти вот все арувы, как, ну, пёси мухи так переводят на русский язык, но рой каких-то вредных, вот таких, знаешь, вреднючих, знаете ли, насекомых нападает. Да, далее. А землю Гошен я Да. пощажу. Там Вот живет- интересно. Да, вот. Да. И там живет мой народ, и там оводов не будет. Вот интересно, если это природное явление, Да. то как же это деление-то у нас тут происходит? Ведь вспомните, почему землю Гешем фараон при Иосифе, да, вот дает родственникам Иосифа, отцу и его братьям. По какой причине? Плодородная равнация. Они кто? Близкие его наверняка были, да? Они пастухи и должны поставлять скот ко двору. Да? То есть, это о чем говорит? Больше скота, чем в земле Гешем, нет нигде. Там они специально-то и выращиваются в этой земле. То есть это такой заповедник, ареал специальный, ну, совхоз. Да, и там они Да, тоже вот это были такой оводы. огромный такой кибуц того периода, Да. животноводческого направления, в котором выращивается скот, чтобы поставлять его куда? Царский дворец. Царский дворец. То есть это поставки мяса, ну, самого разного, да, разнообразных мясопродуктов. То есть как это слепни, которые должны жарить, да, вот этих, покрывают весь Египет, кроме места, где как раз животные-то и находятся. Где должны быть Если это просто, как мы говорим, природное время. природное явление, да, вот мы же часто как бы, ну, это сознание человека, оно вот к чему? Объяснять явление с точки зрения натуральной, да, натурофилософии. То есть вот причинно-следственную связь искать. Ну вот попробуйте найти вот здесь причинно-следственную связь. Почему землю Гешем обошли? Господь объясняет просто, но для этого вера нужна. Господь объясняет просто. Здесь живет мой народ. Я его избрал. Наказание пойдет. Наказание-то от кого? Да? Она упадет, эту землю. Далее. Это чтобы ты знал, что я, Господь, пребываю на этой земле. Свой народ я избавлю от беды, а твой народ нет. Это знамение будет явлено завтра. Так и сделал Господь. Тучи оводов заполнили дворец фараона, дома его вельмож и весь Египет. Вот. Погибала страна от оводов. Да, далее. Фараон позвал Моисея и Аарона и сказал им: идите, принесите жертвы своему Богу здесь, на нашей земле. Да, вот смотрите, пошли какие-то, да, вот Уже пошли. что-то, да, какое-то уж слишком, почему? Уж слишком сильное давление внешнее, да, уж слишком сильное вот в данный момент оказывается на фараона, да и на весь Египет, но не это важно. Это-то понятно, что там происходит. Важно другое. Разделение по социальному признаку – это человеческое явление. Египетская цивилизация, как и все остальные, которые мы называем рабовладельческой, да, вот период рабовладельческого строя, они разделили. Вот, пришел фараон, не знавший Иосифа, и все египтяне становятся рабами. Так делят, все евреи. Все евреи становятся рабами. Так делит кто? Человек. По социальному признаку делит человек. А посмотрите, Господь делит иначе. Господь на стороне рабов. Потому что Он их выбрал. Не потому что Он вообще на стороне там рабов, да? Потому что Он их выбрал и меняется с головы, как это, с ног на голову. Почему вот такое противодействие в Египте? Почему фараон и египтяне никак не могут смириться под руку Божию? Да? Ну, мы читаем и говорим, ну, здравый рассудок должен восторжествовать, они должны понять. Но раз такие казни, то нужно согласиться. А нет.
согласиться невозможно, потому что сама суть существования этого, с позволения сказать, государства, она же на рабстве. Рабство ведь это фундамент. Да, конечно, они... И вдруг у них... Значит, Да. Они строят города, столицы, они строят эти элеваторы их, да, вот где у них пшеницу, где они собирают. И вдруг выдергивается этот слой, ну что с Египтом произойдет? Тут ведь что показано? Основание рабства, оно не просто социальное, оно эксплуатация человеком пресловутая, она не просто под влиянием внешних условий, она вот отсюда исходит. Вот здесь она коренится, вот где желание над человеком быть, над ближним, вот тут оно. И поэтому ответ, да, Господь ждет отсюда. Ну, Господь-то что мог? Он мог просто поднять свой народ и так вывести, что весь Египет бахнул. Да? Нет. Изменения должны в человеке происходить вот здесь. Потому что ломка внешних до маленьких поселков, деревень и городов. Да, образование вроде получили, вроде формирование вроде бы было, да, к культуре вроде бы отношения имели. Все так быстро рухнуло, что люди в одночасье поверили. Смотрите, вот люди образованные, все люди вроде образованные, да, вроде все имеют, вот у нас тут, сейчас, подождите, вроде все имеют, математику все проходили, да, вот я имею в виду, что вы, тригонометрию, анализом занимались математическим, физику изучали, биологию, да, ну, вроде бы, полный набор. Ну, смотрите, во-первых, поверили в МММ, жажда наживы, да, ну, то есть человек поверил, вот в Бога человек не верит, да, вот в Бога не верит, Творца, а во что? Что из ничего деньги можно делать. Поверили. Дальше. Поверили, недавно скончался Чумак, что воду можно заряжать через телевизоры. Физику изучали, химию изучали в школах. Вся страна дружно села перед телевизорами, да еще магнитофоны там включала, чтобы записать, что там записать? Записать нечто. Ну, Кашпировский там, я не знаю, их много было. Это ведь это просто самые такие раскрученные бренды, но это маркеры, которые что показали? Ничего не стоит, когда ты строишь Царство Божие на земле без Бога. Сейчас сидят с ностальгией, вспоминают там величие, что-то еще. Какие силы были затрачены, вы себе представляете? Какие силы огромные, а вот КПД нулевое. Люди ведь гибли, чтобы освоить эти пространства, чтобы освоить эти территории и так далее. Люди гибли, вы же представляете, наши предки какие положили силы для освоения, вот, ну, приближения к этому светлому будущему. В конце концов, МММ, Кашпировский и Чумак. Вот вам и культура, и наука без Бога. Культура и наука. Нет, я о культуре дальше не говорю. Дальше пошло такое явление под названием популярная музыка, ее как попса называют, да? Она и сейчас нас преследует. Вот сейчас она на Новый год накроет такой волной, вы знаете что, вы увидите всех этих 80-90-летних певцов, еще которыми, и певиц, которыми, да, вот накроет нас эта волна, и мы будем... Ну, Господь милостив, наверное, не знаю. Но это не суть, вы понимаете, речь же не в этих, да, отдельных людях. Нас накроет эта волна, когда мы будем резать эти, так как наши хозяйки будут резать эти традиционные ведра с закусками. Эпохи отсутствия, да, этого ширпотреба в магазинах. Ну тогда же это был дефицит, вот, поэтому сейчас вот продолжают этим заниматься, да, и так далее. Вот. Ну вот смотрите, да, это же традиция у нас такая, на самом деле, да. То есть вы видите, да, вот тоже было гигантское государство. Мощное, сильное, крепкое,
И посмотрите, как раз в той одночасье. Но здесь то же самое, тут уже мощная, сильная, крепкая, одна мушка взлетит, и все, и ничего не остается. Пойди, говорит он. Что он говорит? Но Моисей ответил, мы Да. не можем этого сделать. Жертвоприношение, которое мы совершаем Господу нашему Богу, египтяне сочтут мерзостью. Почему? Объясните, надо понять. Ой, ну да, сейчас мы Почему поговорим. мерзость Да. для египтян, то, что делают они жертвоприношение? Какое страшно, что это жертвоприношение? Сейчас Герой написано. Вопрос, конечно, заключается в жертвоприношению розни. Ну что они приносили, что для египтян это мерзость? Они дальше он не говорит, что они, если совершит такое жертвоприношение на глазах у египтян, они побьют нас камнями. Почему? Что за жертвоприношение? Вот смотрите, давайте я вам почитаю это 26 стих, да, вот, ну, дословный перевод, Да. дословный перевод, да. «И сказал Моше, не должно делать это». Тут фараон, что он пытается сохранить этот Египет, значит, все жертвоприношения, все. Да. Что здесь он предлагает? Легализовать культ евреев. То есть ваша религия становится какой? Дозволенной. Давайте сядем мирно, договоримся. Распишем правила. Вы будете там праздновать свой шаббат, я не знаю, Песаха еще нет, да, и шаббата тоже нет, но тем не менее, да, вы будете праздновать свои праздники, приносить свои жертвы, все. Но вот здесь у нас на глазах. Да, вот в советское время тоже пытались также легализовать религиозные организации, но под присмотром, легким таким присмотром, у нас на глазах, вот тут, да, в дозволенных местах. Правда же? И здесь то же самое, ничего нового. Да? Создадим при дворце должность уполномоченного по делам религии, и он будет надзирать, помимо того, что надзирает за евреями, да, с социальной точки зрения, то есть этих надзирателей с плетками, мы с вами говорили о них, будет еще уполномоченный, вы будете приходить и говорить, когда вам нужно жертвоприношение совершать, все, пожалуйста, да, пусть развивается ваш культ. Не должно делать этого, ибо поганство Мицраима принесем в жертву, то есть, ибо, говорит Моисей, идола Египта, Бога Египта, принесем в жертву Господу Богу нашему. Неужели мы принесем в жертву Бога Египта на их глазах? И вы там читаете, что произойдет, если мы это сделаем? Если мы совершим такое Да. жертвоприношение, То, они побьют нас. конечно, безусловно. Что такое оскорбление религиозных чувств? Сейчас такая статья возникла. Оскорбление религиозных чувств. Апис – это божество Египта. Корова. Мы с вами уже говорили об этом. Почему голову грекам отдавали эллинам, помните? Геродот писал. Ну вот давайте я вам Геродота почитаю. Смотрите, Геродот. Коров приносить в жертву им не дозволено. Кому? Египтянам. Они посвящены Исиде, богине. Исида изображается в виде женщины с коровьими рогами, подобно изображению Ио у эллинов. И все египтяне точно так же почитают больше всех животных коров. Почему ни один египтянин или египтянка не станет целовать эллина в уста и не будет употреблять эллинского ножа, вертела или котла? Они даже не едят мясо чистого быка, если он разрублен эллинским ножом. Коров не едят. Погребают же павших коров, они вот каким способом, павших. Ну вот как в Индии сейчас. Да? Смотрите, каким способом? Древней цивилизации. Вот. Коров бросают в реку, а быков всякий, в реку священный Нил, да? А быков всякий предает земле перед своим городом, причем 1 или 2 рога торчат над землей, как могильный знак. Дальше.
Когда туша сгниет в определенное время в каждый город с острова под названием Просопетида подъезжает барка. Остров этот лежит в дельте. Окружность его равна 9 схенам. На этом острове Просопетиде много и других городов. А вот откуда приходит барка за костями, называют Артарбехис. И на нем воздвигнуто святилище в честь Афродиты. Ну, Геродот параллельно сразу на своих богов переносит, на аналог своих богов. Из этого города выезжает много барок в разные египетские города выкапывать кости, по которые потом увозят и погребают в одном месте. Так же, как и быков, и египтяне погребают остальных животных, когда те околевают. Это ведь там общий обычай, так как домашних животных не убивают. А что какое что мясо дается домашнее? На индийцев похоже, да? Ну, разница была, где-то быков, где-то коров, но корова – это символ, ну, конечно, вот. Значит, он о чем говорит? У вас есть какой закон? Моисей-то, он, помните, научен всей премудрости Египта. За те 40 лет, что его не было, знаете, там ничего не изменилось в этом Египте. За 40 лет мало что меняется. Мы, конечно, мы будем резать нашему Адонай Элохим животных, которые священны у вас на глазах, и за такое оскорбление религиозное. Ну вот сейчас, господа, попробуйте оскорбить религиозные чувства верующих некоторых монотеистических религий. С жизнью распрощаемся. Камнями побьют. И сейчас до сих пор камнями кидают, да? Попробуйте зайти в любой храм и оскорбить там верующих, да, чувства и так далее, даже не заходя в храм. Попробуйте нарисовать что-то оскорбительное в адрес какого-нибудь. Вы не видели, там вот расстреливают кварталами? Вот там, в это знаменитое, свободное, либеральное и так далее. Но если человек является приверженцем какой-то религии, то оскорблять эти чувства. А тут, знаете, тут не просто что-то нарисовать, и тут не просто куда-то в храм пойти, божество зарезать и принести в жертву к своему Богу. Ну, понятно, вот вполне адекватно, да, рационально говорит, знаете, фараон, нас побьют камнями, он так и говорит. То есть он что говорит? Они побьют нас камнями. То есть это что значит? Вот в чувстве этого порыва религиозный человек, он ведь мотивирован своей религией, да, вот этого, значит, праведного порыва. Первое, что значит камнями? Камень это первое, что под руку попадается. То есть человек в таком будет порыве, что схватит первое, что есть, запустит в представителей этого культа. Так же, как к себе египтяне, а евреи, получается, начали первым убивать. Нет, не надо романтизировать, вы знаете, романтики в древнем Египте. Египтяне ели, конечно же, животных, но при этом было, поскольку это, если это животное символ этой богини, то в некоторых частях Египта, естественно, ну, столицы, вы же знаете, столичные жители всегда отличаются от этих варваров на окраинах. Мы же с вами говорили об этом, да? Вот. Поэтому, когда мы дичь ели, животных, ну, были специальные ритуалы. Мы с вами говорили, какого рода ритуалы, да? Если голову отрезают, то ее не едят и так далее, и так далее. Но этого варварства никто бы не вынес, во всяком случае, еврейского, да? Вот такого жертвоприношения никто бы не вынес, да? Вот. Это так невозможно, этого не может быть. Явно не могло такого быть. Далее, пожалуйста. Мы должны уйти в пустыню на 3 дня пути.
и там принести жертву Господу нашему Богу. Да, то есть не приложим этого условия остается. Так как Он скажет нам. А вот смотрите, в этих условиях, в этом положении даже получается, что Моисей как бы более заботится, да, о религиозной толерантности и религиозном мире и спокойствии Египта. На 3 дня никакой египтянин не будет ущемлен в своих религиозных чувствах. Выйдем спокойненько, помолимся. Правда же, с точки зрения общего блага государственного, это самое, что ни на есть, да, самое, что ни на есть. Далее. «Я отпускаю вас, — сказал фараон, — ступайте, приносите в пустыне жертвы своему Богу Господу, только далеко не уходите, и попросите за меня». Моисей ответил. Видите, что происходит? Уж, видимо, эти слепни так донимали, что пришлось даже самому фараону, да, смиряться. Далее. Моисей ответил: «Когда я от тебя выйду, то попрошу Господа, и завтра же все вы будете избавлены от оводов, и фараон, и вельможи, и весь египетский народ. Но пусть фараон нас больше не обманывает». То есть я от тебя выйду, и все прекратится. Но, далее. «Но пусть фараон нас больше не обманывает. Ну, конечно. Пусть не препятствует нашему народу пойти и принести жертвы Господу». Да. Вышел Моисей от фараона, попросил Господа, и Господь исполнил его просьбу, избавил и фараона, и его вельмож, и весь египетский народ от оводов. Да, весь Египет освобождается от этих насекомых. Далее. Ни одного овода не осталось, но фараон снова стал упрямиться. Не отпустил он сынов Израиля. Сколько Да, раз да, не получал никак. Давайте начнем 9 главу. Господь велел Моисею: «Иди к фараону, скажи ему: Господь, Бог евреев, говорит: отпусти мой народ совершить служение мне. А если не отпустишь, если будешь их удерживать, то на весь твой скот в поле, на лошадей, ослов и верблюдов, на коров, овец и коз обрушится рука Господа». Да, спасибо. Начнется страшный год. Спасибо. И сказал, значит, вот мы читаем. «Вайомер Адунай эль Моше, бо эль паро, ведибарта элав, ки амар, Адунай Элогим гаиврит шалях этами веаветуни». «Пойди к Паро и исповедуй ему мое имя перед ним и перед всем Египтом». Исповедание имени – это очень важная вещь. Что значит «пойди и исповедуй», и скажи, да. Исповедание имени отображает нашу веру. Ну как определить, в кого мы верим? Вот мы с вами в кого верим? Да. Святую Троицу. Да. Почему мы говорим о Христе? Почему мы говорим о помазаннике? Почему мы говорим об Иисусе? Йегошуа – Бог спасает. Машиах – помазанник. В нем явлена не просто справедливость, законность, это есть во всех религиях. В нем явлена любовь Бога к человеку. Иисус, то есть Бог спасает. Вот думаемся в эти слова. Речь не идет о каких-то требованиях по отношению или в адрес человека. Мы же с вами уже говорили. На протяжении многих тысячелетий человек пытался вернуться в рай. На протяжении многих тысячелетий, ну и многих лет, да, человек пытался восстановить свое былое состояние величия, боролся с болезнями, смертью, социальные проблемы решал. Много было при этом культов религиозных. Вот мы с вами видим. Жаба же она не потому, что они так лягушек любили. Правда же? Мы же понимаем, потому что это жизнь. Человек перед жизнью всегда преклоняется. В любых культурах, в любых народах, от островов до каких-то северных гор, это ничего не значит.
Почему вот это вот Апис, да, с головой, почему Исида, рога и так далее? Потому что это тоже жизнь. Почему Нил, вода? Потому что это тоже жизнь. Почему небо, Ра, солнце, да? Потому что от этого тоже зависит жизнь. Но человек имеет дело с натуральным миром, с космосом, со Вселенной, но не с Богом. Он пытается в них найти того, связь с кем когда-то потерял или утерял. Вот в этих самых проявлениях, да, тварного мира. И поэтому что происходит, как говорит апостол Павел? Славу Творца единого, Творца, то есть сотворившего все, перенесли на творение. Получилось обожествление деревьев, камней, животных, да, звезд, ну, космоса, да, птиц там, и так далее, жизни, пожалуйста. Но кто дарует жизнь? И человек, создавая вот эту цивилизацию, как мы говорим, человеческую, он к чему потихонечку подходит или подошел? До человека наложены определенные обязательства. Чтобы эта цивилизация существовала, каждый должен делать что? Вклад в ее сохранение и развитие, если вам это что-то напоминает. Каждый должен делать вклад в ее сохранение и развитие. И все религии мира, они являются частью вот этого социокультурного маленького космоса того или иной страны, того или иного народа. Они вписаны, все эти религии вписаны в быт, в культуру, ну, слово культ мы с вами говорили, оно первичнее всего остального, да? Вписаны, они являются частью жизни и бытия того или иного народа. По праздникам надо приносить жертвы, ну, там, работать, не работать, да. Весной нужно радоваться чему? Да, появлению новых там ростков и так далее, да. Зимой тому, что благополучно закончился и собран урожай, правда же? Ну, в море то же самое. И, соответственно, на каждого человека наложено обязательство, он несет определенную социорелигиозную нагрузку. Христианство, оно не говорит о нагрузках. Когда Господь дает определение закону, а закон это 613 заповедей, то есть вы понимаете, да, 613 вот в Библии, в Танахе, в Торе собраны, это достаточно большое, 613 предписаний, из которых 300 с лишним, я не запоминал сколько, но более половины, то есть большинство запретительные. Нельзя, 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 нельзя. 200 с лишним предписывающие. Они не положительные, они предписывающие. Ну, то есть можно. Вот такой регламент. Когда Господа спрашивают о законе, он говорит, что весь закон и все пророки, то есть он говорит о Танахе, и о Торе, и о Невиим, то есть и пророческие книги, и 5 книг Моисея, законоположительные, да, в 2 всего лишь заповедях содержится. Каких? Вот и все. Вот все 613 в этих 2. Полюби Бога и ближнего своего. Казалось бы, в чем проблема? Проблема должна быть упразднена. И вот тут каждый из нас в состоянии, как мы говорим, новоначального неофита говорит: о, все, сейчас мы эту проблему решим, засучив рукава, сейчас я буду любить. И воображение это человеку рисует, да, вот сейчас он будет жить как? Любя Бога и ближнего. Вот сейчас он встанет, выйдет, и он будет любить Бога и ближнего, у него будет совершенно другая жизнь. Чем это все заканчивается? Да. Если бы человек мог бы, и ведь заметьте, возлюби ближнего и Бога, об этом говорят и фарисеи. Когда Христос этот вопрос адресует, они же тоже ему об этом говорят. То есть это достаточно известная вещь. Но и что? А почему тогда распятием это все заканчивается? Если они знали, что нужно возлюбить Бога и ближнего, почему распятие?
Почему каждый раз, как он что-то говорит, не хотели его побить камнями? Что это так у них вот в душе, что за струна у них в душе постоянно затрагивает, что они каждый раз пытаются его побить камнями и в синагоге, и на улице, и в Иерусалимском храме, и где угодно. Каждый раз. Если бы человек мог возлюбить Бога и ближнего, он бы это уже давно сделал, друзья мои. Давным-давно, еще вот в незапамятные патриархальные времена, и до Авраама, и до Ноя. Вот прям как только Херувима поставили бы возле этого, да, вот Адам бы сразу возлюбил Бога и ближнюю свою. И прекратилось бы все. Надо ему помочь человеку. Да, человеческая природа, она характеризуется, как мы говорим, богооставленностью, вот каким состоянием. И поэтому заповедь-то, ну как Павел и говорит, заповедь-то я знаю, как она должна, а вот делать не делаю. Вот в каком состоянии человек. Вот это состояние, которое святые отцы называют дебелость человеческой природы. Дебелость. Ну, возможно, я еще раз повторяю, филология это не наш конек. Вот дебелость человеческой природы и удобопреклоняемость к греху. Вот казалось бы, можно было бы так, но всегда будет так. Вот можно было бы, но все равно сползет. Вот, понимаете, вот такое состояние человеческой природы. И поэтому Господь, Бог, Творец мира воплощается. То есть ни Моисей, ни Авраам не могут, ни даже Иоанн Креститель, величайший, как его Господь называет, да, среди рожденных женами, не могут. Что нужно? Необходимо Бога воплощение. То есть навязывать на человека предписание, это мы все гораздо. Как должен вести себя ближний, это каждый из нас знает, конечно же, да. Вот как должен вести себя он и она, ой, ну это вы только любому задайте вопрос, вам расскажут. А вот, это тоже хорошо. А вот Господь, Он не предписаниями, да, вот не генерирует их, Он сам воплощается и что делает? Что Господь говорит о законе? Ни одна йота, ни одна черта в законе просто так не пройдет. Пока что сделает? Не исполнится. Ну и вот. Кто предписания дает, тот их и исполняет. Вот об этом христианская весть. Вот в этом заключено христианство. А так, знаете, генерировать, какие вы должны быть, я еще неделю могу тут, не отходя от микрофона, рассказывать. Знаете, какие вы, и как вы себя должны вести, и как вы должны думать. Кто? Я о вас. Ну, соответственно, вы точно так же обо мне, да? И вот это пикирование, оно уже сколько тысячелетий идет друг в дружку. Господь воплощается. Он выполняет закон, который человек понести не мог. Он выполняет, не навязывая, как он говорит, иго мое, благо, а бремя мое, да. И вот когда наоборот, значит опять дыхание Ветхого Завета. Значит опять дуют ветра Иерусалимского храма, когда наоборот. На этом мы сегодня заканчиваем, поскольку уже час. Давайте помолимся. Достойное всякого есть предложи Дитя Богородицу, пресноблаженную и непорочную Матерь Бога нашего, честнейшую Херувиму, славнейшую Бесновение Серафим, безысконный Бога, Слово родшего, сущую Богородицу, Тя величаем. Спасибо. Да. Так, все станет.